Неделю назад я был в Карелии, там было выступление Андрея Кураева, и оно было дико крутое, в 100 раз лучше, чем мое. И, конечно, с ряда его тезисов, а там публика была, наверное, примерно такая же продвинутая, может, чуть менее продвинутая, потому что чуть такой продвинутой публики нигде нет. Вот она была там. И, конечно, с тезиса про должно ли государство оплачивать аборты, вы можете предположить, какой тезис высказал православный священник, и что потом было как-то в ответ на этот счет. Если вам действительно интересно, что на этот счет там звучало, на 7 на 7 есть расшифровка, можете порассматривать. Но это была прям дикая такая повод для дискуссии, и мне он немножко, этот вопрос сам по себе показался странным, потому что лично мне, несмотря на то, что я таких, вот Соня тут рассказывала про всякие ужасы, как-то, да, вот все, которые вот сейчас были, и до этого у нее было выступление про всякое разное право женщин, там, решать, т.д. и т.п. И вот, мне кажется, это как раз пример того, когда тема немножко уводится, когда вот стоит такой вопрос, это несколько увод от самого, в сторону от важной проблемы, потому что на самом деле не принципиально вообще, как-то оплачивает государство аборты или не оплачивает. Потому что на самом деле принципиальный вопрос является, есть ли у женщины право взять аборт, тогда, когда она считает важным это сделать. Но почему-то у нас так все свелось к тому, что суперважно является именно вопрос по оплате про государство. И это прошло из-за того, что государство монополизировало сферу, и на самом деле, если мы вдруг в какой-то момент решаем, что государство как-то не должно это оплачивать, это автоматически обозначает, что ни у кого этого права нет. И это неправильная постановка вопроса. И таких вопросов, которые задают, и на основе которого общество спорит, прям иногда до драки разных, не знаю, как минимум на разных форумах, их очень много. И, конечно, следующий вопрос, это примером про то, мне кажется, что говорила про Мария Котова, про разные, не знаю, насколько я заслоняю это вообще, разные, да, вот я Даше мешаю, а так вообще так стараюсь не мешать. Это вообще разные вопросы, касаемые типа образования, и что могут учителя делать, что не могут учителя делать, что позволено, что не позволено, увольнять за это учителей из школы, не увольнять из этой учителей из школы. Я пытался выбрать некоторую одну такую самую как-то хайповую историю с этим связанными. Это, конечно, увольнение учителей для всякие разные, типа их личные фотосессии, и вообще то, что они делают после классов. И я обычно эти заголовки про учителей пролистывал, но вот так как я готовился, мне пришлось пересмотреть, в том числе многие разных фотографий, за что же все-таки увольняли учителей как-то из школы. И вот здесь такие некоторые самые как-то яркие примеры, но вообще вы много слышали про разные поводы, за что можно уволить учителя, и это в том числе, имеет ли право учитель преследовать ту или иную религиозную штуку, либо имеет ли право не знаю, учитель быть сразу одновременно еще и как-то активным политическим деятелем, и есть разные мнения на этот счет. И вот мне кажется, как раз когда мы отдаем государству право устанавливать единственные нормы для учителей, некоторые устанавливают этические нормы, вот это является куда более важной проблемой, чем сами наши дискуссии вокруг той или иной этической нормы. Потому что, правда, среди нас очень много людей с очень разными взглядами. И кто-то действительно считает, допустим, неэтичным за свой счет оплачивать, допустим, аборт. Кто-то действительно считает, что если учитель себе позволил, я не знаю, пойти в стриптиз-клуб, и за это он недостоин преподавать. Если в Сыктывкаре была аналогичная история по поводу женщины, которая потом стала судьей, именно та же самая была некоторая дискуссия, допустимо ли судье попасться на дискуссию в стрип-клубе. И мне кажется, все эти дискуссии являются важными только потому, что мы почему-то в какой-то момент решили, что единственным субъектом, который может определять решение по данным вопросам, является государство. И когда государство есть некоторая такая монополия, то для государства, тогда для нас это является проблемой. Потому что если государство решит, что нет, мы не оплачиваем аборт, это значит, что никто не имеет права делать аборт. И если же государство решает, что нельзя фотографироваться учителям в лифчике, значит, все учителя должны удалять фотографии из контактов и из фейсбуков. Хотя, почему, условно говоря, не могло быть некоторых параллельных систем? То есть где-то учителям это можно фотографировать, и это школа окей, если она
южных свободных странах. Или же, например, в каких-нибудь там, условно говоря, там, привет, Андрей, вот пришли коммунисты, они сейчас нам все испортят. Да, Андрей, да, привет ему. Вот, Андрей, я только начал, да, и, да. Хорошо, нет. Да, Андрею я присылал еще и заранее немножко текстом все, что здесь будет, поэтому предыдущие слайды, они, как бы он в курсе, и я просто как раз, потому что я знаю, что Андрей очень умный человек, и приятно еще всегда общаться с людьми, с которыми можешь именно как-то идеологически поспорить, мне кажется, для этого мы баркампы проводим, поэтому я попросил Андрея, чтобы он не то чтобы прям вот помогал мне как-то держать микрофон, когда я так иногда делаю, когда я кого-то модерирую, в общем, просто бегаю по поляне и передаю микрофон. Было бы классно, если бы Андрей как-то очень включился в дискуссию и не позволил мне зайти в слишком как-то далеко. Ты что-то сразу говоришь? Я на самом деле с тезисами хорошо знаком. Я просто предлагаю наш сегодняшний разговор строить по принципу: Павел говорит тезис, а я в какой-то момент могу его прервать и попытаться опровергнуть некоторые тезисы, с которыми я не согласен, пока я их не забыл. Окей? Хорошо, да, тогда первый просто тезис, который я предлагаю, что согласен с тем, что в какой-то момент появилось, что государство взяло на себя монополию в разных сферах, и сейчас государство является монополистом в некоторых ключевых таких вот вопросов жизни человечества, по которым там мнение обычных людей, в принципе, уже особо не важно. Безусловно. То есть государство, оно всегда обладает в определенных сферах монополии. Первая монопольная сфера государства – это право на насилие. Я думаю, что никто не будет спорить, что правом на насилие должно обладать только государство. В противном смысле это приведет к абсолютному беспределу. Второй момент, где государство, безусловно, обладает монополией – право на нормотворчество. То есть в данном случае законы формулируются государством. Они не могут формулироваться кем-то. Они не могут формулироваться индивидуумами или корпорациями. Я имею в виду в широком смысле законы. И в этом смысле, конечно же, в этой сфере государство монополист. В других сферах, безусловно, государство может быть и не монополистом. В зависимости от того, насколько созрели и развиты институты гражданского общества. Ну вот, мне кажется, мы уже и начали наш спор, потому что мне кажется, что и в вопросах условно и монополии государственного насилия не должно быть, потому что отряды самообороны никто не отрицал. И мне кажется, как раз вот в деле сестер Хачатурян мы как раз видим историю, когда типа детям предъявляется история, что они не имели права творить насилие в ответ, потому что только государство могло прийти. Нужно было звонить полицию, и полиция могла бы приехать и разрулить. И равно как и я не согласен, что государство является источником законотворчества, потому что, мне кажется, само влияние некоторых общества и то, на что общество само готово, и какие законы оно готово или не готово выполнять, является куда более важным, чем некоторое решение той или иной какого-нибудь госоргана. Но мы к этому чуть дальше, если возможно, приступим. Да, почему вот рассказываю некоторые про монополии государства, и почему в какой-то момент истории они были, как мне кажется, более-менее естественными, а потом, что все очень сильно в мире поменялось. Вообще очень мир, ну вы, это, наверное, не будете с этим спорить, что очень сильно поменялся, и если те вещи, которые были логичны и доступны ранее, сейчас они совершенно по-другому выглядят. Вот, например, сфера торговли и торговых путей, и вот те, кто сидят за палаткой, тут есть такая ладья, и скорее она немножко похожа на торговую, и вообще раньше, чтобы торговать, она очень сильно нужно было пересекаться с некоторым военной силой, военной властью, и для того, чтобы купить что-нибудь в Китае купцам из, ну я не знаю, не готов сказать по купцам из республики Коми, но, допустим, вологодским купцам, которые как бы чуть более, ну точно доходили до Китая, там вот это была целая прям операция, и была длиннющая сетка. Вот такая торговая, снаряжались большие военизированные отряды купцов, он что-то покупал, там, шелк в Китае, потом вез на одну ярмарку, на этой ярмарке это все перекупалось, везлось на ярмарку поменьше, и в итоге до конечного покупателя в Усть-Сысольске это все доходило через очень сложные вещи. Для того, чтобы это обеспечить, нужно было поддерживать большой госаппарат, в том числе, и некоторые вот очень сильно вкладываются в торговые системы. Потом, мне кажется, сейчас все поменялось. И вообще, вот если вы видите, здесь, те, кто не видит, появился логотип Алиэкспресса, но здесь может быть любой совершенно другой логотип. В чем прикол Алиэкспресса? Что он совершенно упростил вот эту торговую
кооперацию. Для того, что сейчас, чтобы что-то купить в Китае, совершенно или в другом части мира, совершенно не нужна вот эта некоторая длинная цепочка разных действий от больших до малых ярмарок. Вы просто покупаете что-то в интернете, и вам это доставляет. У вас напрямую идет обмен товаров и услуг. Я, можно будет сразу тогда прокомментирую, пока мы там, к другому тезису не перешли. На самом деле, мне кажется, ничего не поменялось. Вот там ладья времен 13 века и Алиэкспресс, ничего не поменялось. Здесь просто Алиэкспресс — это способ розничной торговли. Вот сегодня, да, я, может быть, могу купить у продавца из Китая, да, но это всего лишь логистика. Это всего лишь логистика, научный прогресс, не более того, то есть не меняется система. За Алиэкспрессом стоят логистические центры, почтовые доставки, корабли, которые точно так же плывут по океану. Они тоже точно так же охраняются, как и в 13 веке, если особенно плывут вблизи берегов Сомали. То есть в этом смысле, мне кажется, что в институциональном смысле мало что поменялось. Поменялось исключительно в логистическом с точки зрения прогресса. Да, появилась возможность общаться напрямую, да, и покупать товары не на ярмарке, а в интернет-магазине. Но это всего лишь способ розничной торговли, который не меняет систему как таковую. Как была торговля, так она и осталась. Вот мое убеждение, что, мне кажется, поменялась не только схема, но именно поменялась сама система. Потому что возможность купить что-то у человека напрямую и напрямую обменяться товаром на свои деньги является принципиальной разницей, которую дали Алиэкспресс и разные другие программы. И, конечно, вот здесь вы также, это касается не только некоторой международной всей истории, но и в некоторых внутренних сервисах, которые там вам доступны, и это не только телефония, но и, допустим, пример сервиса такси. Вы все еще, наверное, это есть совсем молодые, но помните, что некоторое время назад совершенно невозможно было напрямую заказать себе таксиста, нужен был обязательно некоторый посредник и оператор. Ты только звонишь оператору, и потом он на себя перекладывает некоторые функции, найти тебе водителя, ищет водителя, потом тебе сообщает, и в итоге ты тоже не напрямую взаимодействуешь с поставщиком услуг. Сейчас вы знаете, что все поменялось, и вот сюда, может быть, некоторые приехали напрямую через агрегаторы, которые занимаются тем, что они устраняют количество посредников между поставщиком и клиентом. И в этом плане вот мой тезис как раз заключается не в том, что посредники совсем были устранены, но за последние несколько сотен лет, и особенно за последние 100 лет, количество таких посредников между поставщиком услуг и потребителем резко сократилось. Вот это мой следующий тезис. Согласен с ним или нет? Ну, опять же, это всего лишь характеризует научный прогресс. Точно так же, если раньше мы звонили по телефону в службу такси, и телефонистка адресовала некий свой сигнал уже конкретному таксисту, что вот на такой адрес нужно подъехать, сегодня эту роль выполняет интернет-сайт, зачастую просто работа телефонистки, оператора связи, она оказалась механизированной. Ну, точно так же, как когда-то изобрели конвейер, и многие вещи нужно уже было делать не вручную, они делались автоматическом. То есть это, в принципе, не меняет никакую систему. Да, мы, может быть, стали в каком-то смысле ближе к конкретному продавцу или субъекту, оказывающему нам услуги. Но это не говорит о том, что посредническая деятельность исчезла как таковая. Она просто трансформировалась в механическую работу, в работу электронного мозга, но посредничество никуда не делось. И даже вот в Сыктывкаре, да, мы все равно, там, заходя на сайт, таксист имеет конкретные отношения с этим сайтом, финансовые в том числе отношения, какие раньше у него были с оператором, который на телефоне работал. Да, выполнять роль? Да, конечно. А вот если бы мы могли открыть программу и увидеть, что, например, есть 5 свободных такси, и выбрать какой-то из них, и каждый таксист давал бы свою цену, тогда бы это было то, о чем говорит Павел. Да, могли бы выбирать. Я не знаю, как мы по регламенту, да, то есть у нас вот дискуссия, мы вопросы. Если у нас очень свободная дискуссия, Андрей, я отвечу. Но даже все равно мы выходим на сайт и видим 5 свободных таксистов. В любом случае, этот сайт выполняет функции посредника. Является ли он экономическим субъектом в этих отношениях, это уже вторично. Нет, но вот это уже был бы сдвиг в сторону того, что мы... Говорить микрофон, иначе вот там вообще очень слышно. Да, но если бы мы могли видеть непосредственно количество свободных автомобилей, да, и видеть, что
тот или иной, та или иная машина обладает такими-то характеристиками и стоит вот столько-то, столько-то, и могли бы выбирать ту таксину, то есть обращаться непосредственно к машине, которую мы хотели бы. Это был бы сдвиг вот к более уже современной парадигме, при которой мы могли бы выбирать конкретного поставщика услуг. А сейчас, когда мы открываем агрегатор, ну, там такая же схема, то есть как и раньше операционистка выбирает нам непонятную машину, также и он сейчас выбирает нам машину. В принципе, схема не поменялась, только поменялась операционистка на программу. Ну, здесь такая история, я бы глупо спорить. Да. Да, ну, в общем, следующий мой как раз У меня тоже была реплика. Я вообще не просто хотела дать микрофон, а еще как бы увеличить количество коммунистов в дискуссии с тобой. Мне просто кажется, что на самом деле вот еще то, о чем ты говоришь, технический прогресс, он же приводит на самом деле к еще большей монополизации, потому что операторами всех этих услуг оказываются те субъекты, у которых просто больше экономических возможностей вкладываться в это. Тот же Яндекс, тот же Uber. В общем, такой хрестоматийный пример. Спасибо. Можно спорить по... Я тебе так, если возможно, ну, так как... Да, так как этот... Хорошо, не, но здесь отвечу на тезис Sony по поводу, что технологии некоторые занимают монополизацию. Я скажу, да, иногда это случается так, и в этом плане, ты знаешь, Facebook мой самый нелюбимый сайт, Facebook полное дерьмо, и вообще, мне кажется, люди, которые думают о некотором будущем свободном обществе, должны сделать так, чтобы наша зависимость от Facebook упала сильно ниже, чем она есть сейчас. И представители СМИ, мне кажется, должны в этом плане радикально поддерживать, потому что, да, монополисты создают, они уничтожают среду, и в этом плане я не то чтобы спорю, с этим тезисом, а горячо содержу, и мне кажется, вот в этом плане мой спич именно про это, что монополия полный отстой, и в этом плане монополиями может быть как большие корпорации, так и монополией может быть государство. Только вот почему-то иногда люди левых взглядов активно спорят выступают против некоторых больших корпораций, но с радостью отдают то же самое право для государства. Да, Паш, я с тобой все готов тебя поддержать во всем, кроме одного. Фидбэк. Кроме одного вопроса. Скажи, пожалуйста, вот прекрасная самоорганизация граждан между собой с помощью сервисов, она пользуется инфраструктурой, которую создает кто? Вот машины ездят по дорогам, которые строит кто? И да, AliExpress это очень классно, только это возможно только в государстве, в котором форма низовой самоорганизации, подобная Баркемпу, невозможна в принципе. Я на самом деле... Да, это просто типичный вопрос либертарианцев, да, кто построит дорогу. В общем, те, кто в теме, те немножко знают, да. Все. Мне кажется, очень важный тезис сейчас Паша сказал, что очень плохо, когда есть монополия. И очень плохо, когда есть монополия государства. Но впервые с монополиями в хозяйственном смысле этого слова начало бороться именно государство. Вот в 1891 году в Америке был принят закон Шермана, который впервые боролся с монополиями, когда стало ясно, что они вредят свободному развитию экономики. И не было бы государства как института, да, к сожалению, не было бы борьбы с монополией достаточно эффективной, как она проводится сейчас в некоторых странах. Хорошо, отлично услышно, и мне кажется, вот мы можем дальше как раз и так, какой у нас там некоторые... отвечая на вопросы про технический прогресс, и я в этом плане согласен, что мы не устранены все посредники, но благодаря техническому прогрессу, вот, про который Андрей как раз говорил, и в этом плане, мне кажется, продолжая его фразу, да, технический прогресс очень сильно поменял и упростил разные логистические цепочки, кроме одной единственной сферы, в которой ничего не поменялось за последние 2, 3, 4 сотни лет, если так вот глобально, а не смотреть некоторыми кусками. Это, конечно, это сфера государственных услуг и некоторая роль государства. Потому что вот мы смотрели, AliExpress сократил количество итераций между поставщиком и клиентом. Разные сервисы сокращают количество посредников между клиентом и поставщиком услуг. И единственное, только государство, и я при этом не только про российское, занимается тем, что идет параллельно, то есть в обратную сторону этому процессу.
вот от некоторой высшей власти до людей сейчас становится все больше посредников, и государство берет все больше и больше регуляций, дополняя, устанавливая разные правила. Те дикие правила, если бы мы следовали всем правилам, по которым нужно проводить разные выездные лагеря, и тут некоторые на видео записывают, мы это вырежем из этого видоса. Мы бы не могли провести баркэмп, потому что сейчас, вы знаете, после разных историй, которые случились, система выезда вообще людей просто в лес с палатками настолько поменялась, что невозможно следовать всем правилам. И это произошло во всех сферах, что раньше было людьми делать спокойно, что раньше люди совершали такие действия, ни у кого не спрашивая разрешения, сейчас нужно получать кучу всяких согласований, регуляторных документов, и на самом деле просто ты тем самым то есть вот от некоторой возможности принять решение до человека получить результат этого решения, пространство увеличилось, в то время как AliExpress и там Яндекс.Такси и все прочие, даже в Фейсбуке, они сильно сократили расстояние между людей. Вот поэтому мой к тебе как раз, Андрей, вопрос на мой следующий тезис. Согласен ли с тем, что во всех сферах жизни количество посредников между поставщиком и клиентом сокращается, а в государстве наоборот, ее становится больше и бюрократии больше? Не согласен. И я объясню. Это просто в зависимости от того, какое государство мы имеем в виду. Какие-то государства более эффективны, какие-то нет. Я думаю, что каждый, кто бывал в Тбилиси, видел в центре города, на берегу реки, стоит огромный дворец юстиции. В нем за буквально 5-10 минут можно совершить любую операцию, требующую государственного вмешательства. Получение паспорта, сдача документов на водительское удостоверение, регистрация автомобиля и прочее, регистрация недвижимости, сделок и так далее. То есть в данном случае количество посредников, да, то есть когда было гигантское количество различных ведомств, нужно было получить, чтобы войти в одно ведомство, нужно было получить справки в другом, они сокращены, и государство демонстрирует, в данном случае грузинское, например, государство. Я не скажу, что в России нет прогресса в этом смысле вообще, он тоже есть, просто он менее заметен. И количество посредников тоже сократилось. И это связано в том числе с развитием электронных форм общения, передачи документов, документооборота в целом. И получается, что и государство умеет сокращать посредников. Только бывает так, что государство в силу специфики сфер регулирования не все вещи может секвестировать. Вот Павел привел пример, что чтобы сейчас выехать в лес с палатками, нужно получить кучу согласований. Ну, наверное, это неправильно. В каких-то сферах государство берет на себя регулирование излишнее. Оно лишь осложняет жизнь людям. А в каких-то сферах оно необходимо, но решает, кто взять государственное регулирование конкретной области, либо не брать его. Решает то, что называется парламент, легислатура. Люди, это законодательные органы, сформированные людьми. Значит, люди так и решили. Вот смотри, по поводу замечательный пример с Грузией, у которой типа получилось, хотя потом выяснилось, что не совсем получилось, и такая книжка есть. Почему у Грузии получилось? Как раз вот про те реформы, про которые Андрей сейчас сказал, и уменьшение регуляторики. Но смотри, когда я вот полгода назад получал вновь загранпаспорт, я подал на сайте заявку, заплатил 10 тысяч рублей, пришел один раз без очереди, мне сказали, приходи через месяц, пришел второй раз без очереди, снова все быстро получил уже паспорт готовый, взял его и думаю, о, класс, неужели у нас тоже в России все получилось? Типа я получил услугу и мне дали паспорт очень быстро, через интернет, все очень классно. И это была первая моя мысль такая, довольного потребителя, но потом мне пришла вторая мысль, которая я вообще думаю, черт возьми, но все вот эти истории про замечательные сервисы и в Грузии, и в России с госуслугами, это вот история государства в «Купи слона». Вы знаете вот эту историю, типа «Купи слона», типа, и отвечаешь на вопрос, типа, а зачем мне вот этот слон? И, в общем, в игре «Купи слона» ты до конца уверен, что этот слон тебе не нужен, и поэтому ты в конечном итоге, как-то, ну, не знаю, либо тебе это надоест, и все-таки ты покупаешь этого слона, либо же у тебя есть право как-то отказаться. А вот все сервисы, которые перечислил ты сейчас, в том числе право на загранпаспорта, это некоторые навязывают, ну, то есть это классно оказывать услуги, которые человеку, в принципе, не нужны. Ну вот нафига мне загранпаспорт, по идее, вот тем более их 5 штук, которые я в своей жизни уже, наверное, получу, если я буду им как бы активно пользоваться. Это, в принципе, услуга, которая человеку не нужна. Ну, не нужна для того, чтобы человеку... Почему я из Сыктывкара в Киров могу поехать спокойно, а из Сыктывкара в Хельсинки я не могу поехать спокойно? Вот
Потому что государство создано некоторые ряда услуг, типа регуляция поездок с палатками, регуляция выдачи паспортов, регуляция выдачи разных юридических документов и прав, в том числе на вождение. Потому что они отлично оказывают сервисы, которые мне в принципе в естественном состоянии, они мне просто не нужны. Но меня вынуждают эту услугу купить, и потом еще говорят: класс, ты должен нам сказать спасибо, что мы тебе за 10 тысяч продали белого или розового, или там радужного слона. Спасибо. Здесь история-то в том, что паспорта, на самом деле, они нужны в силу того наличия границ. Не будет границ, не нужны будут загранпаспорта. Ведь так? Почему существуют границы? Потому что есть вопросы безопасности. Вот общество так решило, что нам для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно отгородиться от других государств границами. Если бы у нас было приграничным государством не Хельсинки, а Афганистан, я думаю, ты бы первый ратовал за то, чтобы обязательно вести паспорта, чтобы граждане Афганистана к нам не ездили просто так. Вот для этого и существует. Или водительское удостоверение существует, конечно же, не для того, чтобы за него платить 10 тысяч рублей, и государство на этом обогащалось. Оно существует для того, чтобы кто попал, не садился за руль и не создавал тем самым общественную опасность. 1-1. Друзья, я хочу задать вам такой вопрос. Мне кажется, что вы уходите в частности во многом. Вы обсуждаете какие-то частные проблемы, вместо того, чтобы зрить в корень. Вообще мы должны понять, а почему, собственно, государство получает некие монополии, на насилие, на то, чтобы придумывать законы и так далее. У меня есть вот какое соображение. Государство, идеальное государство, которое нам хотелось бы получить, это тот орган, на который мы, по идее, и по Конституции, можем влиять, в который мы можем избираться и так далее. Могу ли я как-то повлиять на частную монополию? Не факт, у них там своя система, все закрыто. А государство, оно должно быть, по идее, открыто для граждан. Мы можем непосредственно влиять, непосредственно с ним взаимодействовать, делегировать ему какие-то полномочия. Мы ему даем это право. Оно в идеале не оторвано от граждан. И поэтому, возможно, оно получает монополию. Вот такой тезис. Это здесь, знаешь... Я с ним абсолютно согласен. Такой тезис, у меня к нему будет только небольшое уточнение. В этом плане, с моей точки зрения, идеальное государство, кого нет. Если нет государства, нет навязанных услуг, потому что те услуги, которые для общения двух людей, в принципе, не нужны. И в этом плане, мне кажется, но есть, некоторые условия, если вдруг все-таки рядом есть некоторое общество, которое не дозрело для того, чтобы решать свои вопросы помимо создания террористических разных организаций и уничтожения по идеологическим соображениям неверных, у нас есть тогда некоторая нужда заплатить кому-то за защиту. Но эта защита совершенно никак не связана с моей возможностью ездить как-то, не знаю, в Хельсинки или куда-то выступать с палатками. Но нет идеальной уверенности в том, что есть вот это количество граждан, которые способны взаимодействовать без посредника. Да, и мне кажется, я именно про к этому обществу, мне кажется, там и нужно стремиться, которое, существует без посредников с большими, но есть некоторые у меня ответы на то, почему все-таки государство идет в плывет в обратную сторону от общего течения и увеличивает количество посредников. И здесь некоторые, уже другие флаги, и в Европе, и в Штатах происходит все то же самое. Есть некоторый класс бюрократов, и класс бюрократов, он заинтересован в том, чтобы их стало больше, чтобы зарплаты у них были выше, и они должны каждый раз обеспечивать себе обоснование, почему вы платите им большие зарплаты, и они ездят на дорогих машинах с красными или же просто другими какими-то номерами. И есть некоторый класс такой заинтересованный в этом росте. Я просто дальше немножко про тезис, если ты позволишь, часть. Или ты с чем-то на экране, да? Нет, я просто несколько тогда тезисов, почему это происходит, рост бюрократии. Потом... конечно. Да, окей, это дальше уже, вторая некоторая вещь, и здесь, наверное, мы можем закопаться на очень долго.
Так, у меня здесь немножко стоит. Да, второй слайд. Почему, мне кажется, вот происходит некоторый рост бюрократии и рост всех государств? Это потому, что есть некоторое, в принципе, вот такое некоторое убеждение, что без государства мы не получим каких-то прям особых благ, что без государства не будут платить пенсии, без государства не будут лечить, без государства не будут учить. Если мы просто будем дальше развивать миф это или не миф, мы уйдем где-то часа на полтора минимум, а может быть как-то и дальше. Поэтому я бы пока оставил бы вот этот некоторый тезис на самый конец нашей дискуссии, и если у нас будет возможность и время подискутировать о том, все-таки миф это о том, что государство только оно является таким вот поставщиком услуг или не миф, мы тогда это сделаем в конце. А пока же я бы сказал мне кажется, несмотря на то, что часть вещей от нас забирает бюрократия, принимая разные сложные законы, в которых никто не разбирается, очень часто жители на самом деле сами, и вы сами очень часто отдаете хотите, чтобы пришло хорошее государство и порешало какую-то проблему. Вот мне кажется, здесь есть два таких примера. Это вот история с долевым строительством в России и вообще с обманутыми дольщиками, когда, многие, или же с валютными ипотечниками, когда люди совершили сделку, купили квартиру, но их в итоге не достроили, и они начали требовать регуляции и защиты именно от государства. Должен прийти кто-то большой, который с этим защитит. И в итоге, требуя запретить долевое строительство и призывая к разным другим установке регуляторных норм, мы приводим к ситуации такой. Это человейники, всеми любимые, и любая такая некоторая слишком сложная регуляция приводит к тому, что строить дома, а вообще мы живем в Коми, и в Коми все сотни лет до этого любой мужик мог сам себе построить дом. И это было сотни лет, и это было естественным процессом, когда каждый сам выбирает себе некоторую землю и строит на ней дом. Но потом пришло государство, стало заниматься регуляцией, и последние законы тут... В Корее, если кто живет, знает Сергея Сенькина, который пытался строить малоэтажные дома в России. Он иногда был на Баркемпе, в этот раз не приехал. Вот вы можете сейчас у него, если вам вдруг хочется узнать, к чему привело регуляция и защита прав разных инвесторов в многоквартирные дома, это привело к тому, что сейчас малый бизнес не может построить дом. Это стало слишком сложно, это стало слишком дорого, это стало... в итоге все это пришло к тому, что происходит то, о чем говорила Соня, не знаю, где она там спряталась или ушла, это прирост монополий, и это произошло не только потому, что государство очень хотело регулировать этот рынок, потому что граждане сами построили. Мне кажется, и такое некоторое надежда некоторых урбанистов, что государство установит очень классные нормы, в которых вы будете, и будут очень классные города, в которых там все будет так же, как условно в Европе, это тоже такой миф, потому что все классные города в Европе, когда они были построены без государственной регуляторики. Ее строили сами люди для себя с некоторым убеждением, что они строят что-то классное надолго, и в этом плане ключевой инструмент для того, чтобы у нас были классные дома, не некоторые нормы, которым все должны следовать, а некоторая убежденность жителей, что если он строит здесь дом, то он будет защищен, и его имущественные права будут защищены. У нас же здесь история заключается в том, что если ты сейчас что-то строишь, то через года два могут прийти замечательное государство и принять некоторые новые какой-то кодекс, и ты должен либо перестраивать, либо отдать свой жилой участок под какой-нибудь новый газопровод. Ситуация, когда может прийти некоторый внешний регулятор и сказать, у нас здесь поменяли правила, он как раз и приводит к тому, что нужно строить только то, что можно быстро и дешево продать. И вообще очень важная вещь как раз некоторая реакция на тезис про миф о том, что государство только оно может оплачивать медицину, учебу и прочие пенсии платить. Но оно, конечно... Может, я тебя прерву немножко, да? Потому что этот тезис очень важный прозвучал, а мы уже переходим немножко к другому вопросу. Пожалуйста. Мне кажется, не очень доказанно прозвучал тезис о том, что высокая степень государственного регулирования долевого строительства, она повлекла за собой
отказ от малоэтажного строительства в пользу каких-то монополий или человейников, как ты сказал. В данном случае как раз таки действующее регулирование, например, России, оно не запрещает строить малоэтажное жилищное строительство. Пожалуйста. У нас что, исчезла такая форма, как жилищные строительные кооперативы? Нет, пожалуйста, объединяйтесь, делайте вклады в кооператив, и кооператив строит вам всем дом. То есть в данном случае законодатель, как раз таки жестко зарегулировав долевое строительство, не исключил иные формы юридического вложения в строительство домов, в том числе малоэтажных. И в этом смысле то, что у нас популярны, к сожалению, да, какие-то многоквартирные дома многоэтажные, это скорее связано не с тем, что государство зарегулировало рынок, это связано с тем, что, к сожалению, люди живут бедными и не могут себе позволить жилье более высокого качества. Станут люди жить богаче, я тебе уверяю, завтра ландшафт городской сильно поменяется, потому что люди захотят жить в более комфортном жилье, смогут себе это позволить, вне зависимости от того, как регулирует вопрос долевого строительства государства, и значит смогут вкладываться, например, в жилищные строительные кооперативы или строить вообще себе дом самостоятельно на приобретенном земельном участке. То есть в данном случае, да, есть какой-то, может быть, монополизм в сфере строительства, но это связано, опять же, с непрозрачными условиями распределения публичных земель для целей строительства. Достаточно вот исключить некоторые моменты всепроникающей коррупции, которая имеет место быть, и тогда даже при действующем государственном нормативном регулировании строительства все изменится куда в лучшую сторону. Это вот что касается того, что мы сами попросили государство. Да, общество само попросило государство отрегулировать этот вопрос. Да, с учетом социальной значимости вопросы долевого строительства потребовали большей степени защиты. И да, долевое строительство из-за этого даже подорожало. Но за гарантии надо платить. Вот это государство выступило страхователем. Застраховало эти риски, так как того просило общество. Эти риски оказались застрахованы, стало дороже, но гарантирование. Что касается вот того тезиса, что вот так плохо, что государство может изъять у нас любой земельный участок, даже на котором мы построили свой дом, например, для целей строительства газопровода. А что в этом такого? Если целому населенному пункту нужен газ, и иного пути провести этот газ, как мимо вашего дома, нету, мы что, оставим тысячи людей без газа, без прогресса, они будут дальше дровами топить? Вот. Из-за того, что кому-то компенсируют стоимость его дома, который придется снести, чтобы построить там газопровод. Мне кажется, это очень цивилизованный порядок. Нужно проложить новую автодорогу, чтобы люди в пробках не стояли. Да, придется снести для этого пару домов. И что? Заплатили людям компенсацию, справедливую, рыночную. Построили дорогу, но зато целый город не стоит в пробках. Это что, несправедливо? Вот мое как раз, тут было просто вот микрофон дальше, если ты можешь тогда вот передать, а я пока отреагирую. Мое убеждение, да, как раз, и вы потом дальше, сейчас тогда. Мое убеждение как раз нет несправедливо, потому что я сам только могу решить, за сколько у меня могут отобрать дом или не отдать. И никакими желаниями построить либо новый газопровод или дорогу, это нельзя это объяснить. Но это такая некоторая этическая как момент. Просто стоимость моего дома на моей земле, она вот бесценна до тех пор, пока я не решил обратно. У нас 2 выступления. Мне хочется вернуться немножко назад к тезису о том, что наши города такие ужасные и омерзительные, потому что мы живем бедно. Мы жили богаче в долларовом эквиваленте, вполне себе недавно, и продолжалось это достаточно продолжительный срок. И лучше не было. То есть мы жили примерно, намного ближе к Прибалтике, допустим, чем сейчас. Но положение вещей оставалось точно таким же. То есть у них красиво, у нас не очень. Совсем нет. Очень плохо. Омерзительно. Невозможно. Вы поняли. То есть, я думаю, то, что я высказал свою мысль, она довольно краткая. Спасибо. Я по поводу регулирования. На самом деле, усилением регулирования был достигнут обратный эффект, сократился значительно рынок строительных компаний, потому что не все могут себе позволить ведение эскроу-счетов, не у всех есть, ни у кого, точнее, нет таких основных средств, чтобы обеспечить вот эти кредиты банковские непонятные, которые им должны давать вместо денег дольщиков, которые будут там валяться неопределенное время на этом счете, непонятно зачем. То есть на самом деле выбран, как всегда, самый неудобный и неправильный механизм из возможных. То есть
количество организаций строительных сократилось среднего малого бизнеса после принятия этого закона просто на порядке. И остались только в нашем регионе несколько крупных монополистов. Это то, что касается строительства. А то, что касается, значит, сноса домов и строительства газопроводов, как бы тут, понимаете, основной момент, на чем строится этот момент, это неприкосновенность частной собственности. То есть, если ты знаешь, что к тебе в любой момент могут прийти то, что твое, отобрать, то никто не будет в это вкладываться, не будет инвестирования, что, естественно, стопорит экономику. Поэтому мы так и живем. Я не говорил отобрать без компенсации, да, то есть отобрать можно, но с справедливой компенсацией. Да нет, ты не слышишь, Андрей. Здесь суть заключается в том, что если я вот что-то строю, я хочу быть уверенным, что я это строю на многие века. И поэтому, а если я узнаю, что через 3 года на этом месте может быть построен газопровод, то я не буду ничего просто в этом месте строить. Поэтому я просто вывожу свои деньги в те государства и в те юрисдикции, где это инвестиции как-то обеспечены и защищены от желания построить газопровод. Но вот там вот раз, два и три. Иван, можно, да? Вопрос касательно, вот хотел бы поддержать вашего коллегу, я прошу прощения, опоздал. Как вас зовут? Андрей, да. Касательно того, что есть же у нас представление общества о том, что люди должны друг другу помогать как минимум, да, в эпоху доверия либо недоверия. Вопрос в этом и заключается, да, то есть не является ли это фактически просто каким-то эгоцентризмом, да, то есть эгоизмом даже, наверное, просто я не хочу помогать вот всем тем тысячам людей, которым нужен газ, просто потому что я хочу гарантировать себе лично, да, какой-то определенный, не знаю, статус надежности, благонадежности того, что я делаю. То есть я согласен с Андреем в том плане, что при учете, да, каких-то дополнительных, не знаю, поддержки, да, как это правильно сказать, то есть оплаты за дом, который сносят, если простым языком говорить, есть то на данный момент единственное возможное, допустимое, да, вот решение проблемы, потому что, мы не можем гарантировать в любом направлении какое-то, то есть надежное, не знаю, планомерное развитие, потому что система меняется всегда. Поэтому и вопрос к вам, то есть это эгоизм или это норма, да, вот вести себя таким образом? Смотрите, вот здесь просто, мне кажется, в 3-й раз повторю уже эту мысль. Это, мне кажется, как раз идеализм. Это не эгоизм, потому что я думаю, когда я защищаю свой дом от принудительного выкупа, я защищаю не свой только дом, я защищаю право всех людей, у которых есть такие дома, на то, чтобы сохранить свои инвестиции, то, что они сами построили. Поэтому история, вот когда, ему подбросили наркотики и его сажают. Да, вот та же самая история, потому что нужно вытаскивать человека из тюрьмы, даже если он подонок вообще, и даже если он там вчера нагрубил бабушке или он совершил какое-то преступление, все равно нужно защищать его от подбрасывания наркотиков, потому что это создает совершенно другой климат и для развития общества. То же самое с защитой домов. Но вот это такое некоторое. То есть я понимаю, что бывает и разные точки зрения, но моя точка зрения не из-за эгоизма. Это такое некоторая оправдашка, да. Там да. Алексей. Нет, здесь. В общем, по этому же принципу, который сносим дом и строим газопровод, строится ШИС, можно сказать. Там сколько в Москве сейчас? 10 миллионов живет, они там в Архангельской области вместе с Коми, там 500 тысяч живет. Они пострадают, зато 10 миллионов будут хорошо жить, Вот такой же принцип практически. Скажем так, здесь вынужден сказать, что пострадает не сколько-то жителей ШИИСа, сотни тысяч, пострадает гораздо большее количество народу, потому что ручьи и реки, которые берут начало в этой местности, стекают в Вычегду, все это питает бассейн Северной Двины, все это питает Белое море, Баренцево море, что в результате способно привести к интересным, хотя и катастрофическим последствиям. А у меня была такая ремарочка. В нынешних условиях единственный, кто может гарантировать вам ваше право собственности, это государство. Потому что вы не в состоянии набрать дружину, поставить пограничные камни и сказать: вот сие мое,
а кто придет к нам с мячом, тому мячом и по башке и ударит. Да, отлично, отлично. И вот я уверен, что это просто абсолютный миф, потому что если мы посмотрим на историю 20 века, то единственный знаковый вор, который приходил, грабил, репрессировал, переселял, раскулачивал, занимался индустриализацией, это были не какие-то бандиты и соседи, от которых нужно выстраивать. Это было горячо любимое государство, и в этом плане примеров, когда государство, как любой монополист, может устроить проблем сильно больше, чем любой сосед. И вот, но мне кажется, что вот это вот как бы тезис, он как раз ответ на... Увы, альтернативной структуры, которая позволяла бы обеспечивать вам ваши права, на данный момент не существует, потому что в конечном счете все реализуется через государственные механизмы. Я не говорю, что это хорошо. Я думаю, что это даже плохо. Мне кажется, даже в защите собственности как раз сейчас очень много есть параллельных структур, и даже в российском государстве почему-то сейчас в конечном итоге единственное, что вас защитит, это судебное решение в вашу пользу, соблюдение этих судебных решений людьми, имеющими санкцию на насилие, и все. Что вы еще сможете сделать? Ведь целью конечной борьбы с полигоном в Шисте является просто закрытие всего этого. Это невозможно сделать без принятия соответствующих решений. Это невозможно сделать сейчас, но есть куча других способов устроить суды. И вот Андрей, как юрист, он, мне кажется, вполне себе может рассказать и отдельно потом людям, что такое и третейские суды, и как по-другому как вообще, если вы хотите, чтобы сейчас мы одной страницей составили договор, и этот договор, вот в вашем понимании, вот есть государство, мы ему все отдаем. Я же убежден, что общество куда более сложное, и да, человеку, и обществу, и разным муниципалитетам, вот, не знаю, коммунам, которая здесь на 2 дня собралась, или разных других, других объединенных людей, им нужно будет написать кучу разных регуляций. И это просто, эти регуляции должны быть куда более сложные, чем, типа, вот есть начальник, пусть он там все решает, а мы здесь, типа, сами разобраться не можем. Потому что способов подписывать такие контракты куча. И вот сейчас просто что происходит с государством? Вот есть все вот эти там технологии, позволяющие и госуслуги, и прочее. И мы понимаем, что вот эта возможность вычислительных техник сейчас государством отлично используется для контроля на границе, для выяснения разных сканирования лиц, выписывания штрафов за превышение скорости и т.д. и т.п. Но совершенно не используется для того, чтобы люди сами подписывали тот или иной договор или сами принимали какие-то решения. Потому что устроить через госуслуги какой-нибудь мини-референдум по поводу ШИИСа или любой другой темы, связанной с многоэтажками или с любым вопросом, который действительно важен людям, очень просто. Все технологии это позволяют, но государство этого не делает. Потому что можно вот эти договоры перевести в простую форму сейчас технологиями. Но сейчас все технологии, которые использует государство, оно использует для цензуры и как раз подавления возможности свободного договора. Кстати, опять ремарка. У меня, собственно, было маленькое добавление. Маленькое добавление к тому, что вот этот домик, который стоит на пути газопровода, он выкупается по справедливой цене. Мне почему-то кажется, что в тот момент, когда через него надо провести газопровод, вот цена взлетает. И в связи с этим у меня, собственно, к обоим спикерам вопрос, что вы понимаете под справедливостью? Потому что вот если банальная сделка, да, то справедливая цена – это то, за что я готов продать, а вы готовы купить. Вот это справедливая цена. И второй вопрос – это уже, Паш, к твоей ремарке по поводу референдумов и так далее. Вот есть знаменитая такая задача софистов, да, с какой именно песчинки начинается куча песка. Вот с какой именно песчинки начинается масса, которая может что-то диктовать. Там, например, если вся Россия говорит, там в Шиисе должен быть мусорный полигон, там, условно говоря, там 120 миллионов говорит, да, здесь должен быть мусорный полигон, а вся Архангельская область 2 миллиона говорит нет. Вот с какого момента начинается вот куча песка, которая диктует песчинки? У меня предложение. Давай Андрей ответит про справедливость, да, а я отвечу про собственность. А у меня большая просьба, чтобы вот оба ответили. Спасибо. Да, я очень коротко про справедливость. На самом деле, вот есть ваш дом, который надо снести, увы. Государство нанимает оценщика, который оценивает рыночную стоимость вашего дома. И именно эта стоимость выплачивается. Если вы с этой цифрой не согласны,
Можно в суде урегулировать вопрос цены. Я понимаю, что После можно... того, как дом разрушен? Нет, до того, как, разумеется, до того, как. Единственное, что станет вопрос о справедливости суда, об адекватности оценщиков и всего остального. Это уже скорее вторичные вопросы. При наличии, давайте договоримся, что у нас идеальный суд, у нас квалифицированные оценщики, я думаю, ни у кого не возникнет сомнений, что вы получили справедливую рыночную стоимость. Понятно, что кто-то свой дом... Она не рыночная будет. Да, она будет рыночная. Она не рыночная. Рыночная – это стоимость дома, за который я вам готов ее продать. Для этого и существует оценка рыночной стоимости. Вот рынок, он сам все оценивает. Рыночек порешает. Короче, мой ответ про справедливость. Он такой. Справедливо то, на что человек он согласился и дал свое согласие. Вот ситуация, когда что-то было принято решение при понимании людям, и они заранее договорились о некоторых правилах, это справедливо. Когда есть какой-то внешний игрок, который приходит и творит какие-то правила, это сразу, по моему пониманию, как бы несправедливо. Ну, вот даже в английском языке слово правосудие, да, оно называется justice, переводится на русский язык как справедливость. Мне кажется, вот правосудие это и есть справедливость. Вопрос качества правосудия это уже второго порядка вопрос. Но вот она достижима не только в случае сноса дома. У нас ведь куча споров, да, где каждая сторона считает, что справедливо будет так, а не так. Но как-то этот спор надо разрешить. Вот, и второй ответ по поводу песчинки. Песчинка, конечно, начинается там, где начинается, вообще, ключевым является права собственности. И с того момента, когда у человека есть собственность, он дальше ей может распоряжаться, притом, может быть, не абсолютно, но с разными ограничениями на использование этой собственности, чтобы это не мешало соседям, но он тоже на них должен как-то согласиться. Просто проблема и трагедия России, которая случилась, что у нас выпало 70 лет традиции быть собственником. И если бы вот у нас 70 лет это не выпалило, когда собственность была просто как бы отменена, то многие вопросы, и в том числе вот разного урбанизма, они были бы не так сейчас яркие, потому что в какой-то момент, когда история была немножко уничтожена и все правила были обнулены, сейчас вернуться и понять, какой нам все-таки, кто там у нас должен решать. Наследник, который владел этим домом в 2013 году, или там все граждане, потому что в 60-е все работали на стройках до Советского Союза. Или же вот чувак, который просто, вот у него в 1995 году вдруг оказалось 100 баксов. Он за 100 баксов купил тот или иной объект. Вот мы сейчас должны как бы переизобрести начало и источник собственности в России. Вот это, мне кажется, включает все свои проблемы. Короче, тогда... У нас просто 2 минуты осталось. Давайте один вопрос здесь. Не, у меня еще есть рассказать минут на 20. Не, я шучу. Короче, у меня есть такое предложение. Давайте вот сейчас будет тогда вопрос, а потом я просто в конце, потому что я буду уже дальше не про себя, но у меня есть некоторый ответ на то, что нам вообще делать. И потому что, мне кажется, история как раз у нас сейчас, почему вот многие не убеждены, что нас никто не защитит или нас никто не вылечит, он лежит действительно сейчас, может быть, нас, если прямо это завтра, никто как-то не вылечит. Но это происходит из-за того, что государство просто забрало почти все наши деньги и немножко оставило нам. Это вот такая некоторая следствие российской налоговой системы. Вот если же мы вернем все эти деньги, то у меня есть 5 ответов, как эти деньги лучше всего потратить, что делать сейчас. Но это вот тогда после ответа на вопрос. Ну, это не вопрос, больше ремарка, конечно, по монополии. Да? Мы все знаем, что и хуже нету вообще слова монополия, потому что когда что-то в одних руках, это как бы и власть та же, как вот сейчас у Единой России, да, к примеру. Или, допустим, возьмите вот любого из вас, сейчас мы разрешим кому-нибудь торговать вам водкой, допустим, в Сыктывкаре, да, и, скажем, другим запретим. Через месяц мы получаем, значит, очень некачественный продукт, раз, а этот человек становится, не долларом, миллиардером, скажем, но рублевым точно, да. Вот, поэтому я считаю, все-таки, конечно, я здесь сторонник все-таки, наверное, Павла, потому что монополия не нужна даже и в государственном регулировании, да, и тем более, посмотрите, что у нас было за 70 лет советской власти, которую представляет здесь как раз Андрей. Вот, поэтому все-таки давайте мы быстрее, наверное, уйдем от монополии в любой области, будь то коммерция, будь то государство, будь то, я не знаю, даже самооборона даже. Спасибо. Короче, я надеюсь, что ответ на что делать мы не будем применять санкции к Андрею за 70 лет. Я отвечу, знаете, у Владимира Ильича Ленина очень есть такая фраза: монополия есть забневание. Это фраза Ленина.
Да, хорошо. Короче, тогда будет быстрый ответ на то, что сейчас, или что-то назад было, да? Да, что делать сейчас? Чувак, он на кого похож? Есть Билл Гейтс, а есть еще другие дворяне. На кого похож этот чувак? На Моби, да. Даша знает, да. Чувак, короче, зовут на Моби, его зовут Олег Шеребков, он завтра выступает, и он будет рассказывать про фонды и целевые капиталы, и придите к нему на лекцию, вот там будет некоторые, мне кажется, примеры того, как люди эффективнее могут использовать средства, которые у них освобождаются, и это средства, которые идут не на эгоизм, а на разные благие дела. Это первая вещь. Вторая, что можно уже сейчас делать, есть совершенно другие системы налоговые в мире, и есть разные примеры. Вот здесь фотка норвежской организации «Природа и молодежь». Они на ШИИСе тоже бывали, там пару человек у них в гости ездили. Они занимаются экологом. В Норвегии, например, если ты общественная организация, тебе платят членский взнос, то бюджет обязан тебе выделить какую-то сумму, которая среди всех НКО распределяется на основе членства. Поэтому если бы сейчас вот люди, которые если бы в России была такая система, и мы бы сейчас, те, кто вот отстаивает ШИИС, создали бы общественную организацию и вступили бы в нее, то вот норвежское государство было бы обязано бы отправить туда деньги, и это было бы не решение какого-то чиновника, а это было некоторое такое вот голосование, способ вот людям автоматически распределять государственные деньги. И есть второй еще пример, когда, например, ты платишь, окей, там 20% налогов с доходов, но у тебя есть еще 1%, который ты сам можешь решить, куда он идет. Он идет в какой-то фонд, либо он идет в какую-то ту или иную госпрограмму. И вот право, мне кажется, это то, с чего можно точно сейчас начать, это дать хотя бы 1% своих налогов раздавать. Про это мы уже говорили, поэтому быстро пролистаем. Тут буква «Р» вылилась, но вообще, мне кажется, очень ключевые вещи, связанные с государством, это является некоторая возможность выпускать валюты, и типа есть некоторый миф, что вот только если кто же будет выпускать валюту, как не государство. Вот очень важный пример про криптовалюты, потому что это то, что ожидается сейчас, и очень важно изучать криптовалюту не потому, что если вы завтра купите биткоин, то вы станете послезавтра долларовым миллионером. Нет, скорее всего, такого не произойдет, но биткоин интересен не только возможность инвестировать, а именно просто на наших глазах является новой валютой, и то, как может работать вот современный IT-мир, меняя общественные процессы. Я тогда вот коротко, да, вот криптовалюты. Вот я не знаю, кто-нибудь знает, у кого есть ключ доступа к этим криптовалютам? Я не знаю. Наверное, это очень небольшая группа лиц, которую мы никак не контролируем. И в этом смысле приобретение каждым лицом криптовалюты далеко не гарантирует, что эта криптовалюта завтра не обесценится в ноль. У нас, да, Павел с тем же успехом мог бы привести пример, когда, помните, была пирамида такая МММ, Мавроди выпускал Мавродики. Это тоже было очень похоже на деньги, да? Вот в какой-то момент это превратилось в фантики, да? И это не уход от государства, да? Это, наоборот, лишний раз свидетельство того, что только государство может быть эмитентом валюты, поскольку оно худо-бедно, но гарантирует ее курс, обеспеченность и так далее. Хотя бы есть публичные, прозрачные институты Центрального банка, валютного контроля и прочих вещей, которые хотя бы позволяют обществу влиять на формирование валютных курсов и так далее. Криптовалюта – это то, что находится в руках очень узкой группы лиц, и в какой-то момент они могут просто выключить свой компьютер, и у вас все обнулилось. Вот классно пример того, что человек, когда вообще не понимает, что такое криптовалюта. Совершенно честно. Я думаю, что если здесь сейчас мы опросим, да, кто-нибудь что-нибудь понимает, что такое криптовалюта? Большинство скажет нет. Конечно, поэтому я не хочу претендовать на славы там Грефа и топить за блокчейн, но вообще это очень полезно. Я говорю, не надо покупать биткоины, не покупайте биткоины, но очень полезно разобраться, вот чтобы не плодить такие мифы, что кто-то там может вырубить какой-то рубильник, да, полезно узнать, как работают разные современные системы самоорганизации, в том числе финансовые. Да, следующая вещь – снова рекламная интеграция Revolt-центра. Revolt-центр прекрасен не только тем, что там вам могут налить кофе в лаунж-зоне, но и тем, что это как раз пример некоторых независимых пространств, которые вот нам сейчас дико нужны, где можно заниматься, в том числе просвещением, и всех призываю. И вот это вот некоторый ответ на то, что люди могут потратить деньги не только для эгоизма. Ну и
снова, и мы здесь будем говорить про ШИИС, вообще очень вещи, которые, если мы старались здесь практически, ну, я, во всяком случае, мне казалось, что говорил не совсем про... Нет здесь некоторых политических требований, потому что они, скорее, требования к каждому из нас. Немножко по-другому относиться к своим ресурсам и к людям вокруг, и больше им доверять. Но я просто убежден, что одной некоторой такой объединяющей идеи и, может быть, левых, и правых, и совсем правых вещей в России сейчас должен быть, конечно, требование демонополизации госуправления и, конечно, условно говоря, новый федеративный договор, который вернет муниципалитетам и республикам свои права. Ну и вместо вывода: люди лучше, чем государство. Идея в том, что мы здесь все друг друга либо поубиваем, либо поукрадем, либо еще что-то очень плохое с друг другом сделаем, она, мне кажется, лживой и неверной. Вот нет большего насильника, чем государство. Поэтому вот люди лучше, чем государство. И теперь у меня все. Андрей, завершающее слово твое. И опять же к тому, что государство — это мы. И вот у Лены Соловьевой очень правильный тезис прозвучало, что государство — это вещь прозрачная, на существование и деятельность которого мы вправе влиять. И в этом смысле не мы лучше, чем государство. Государство скорее отражение нас. А вся проблема в том, что почему у нас государство плохое? Да потому что в обществе у нас, к сожалению, отсутствует доверие людей друг к другу. К сожалению, мы всегда филантропов подозреваем в попытке нажиться, экологических активистов подозреваем в попытке ворваться в политику и получить свою долю статусной ренты. И все это из-за того, что мы слишком разобщены с собственным государством. Если бы мы хотя бы чуть-чуть ближе себя воспринимали с собственной страной, и у нас было у всех общее дело, тогда и государство превратилось бы не в насильника, а в нормального регулятора, которому мы доверяем и частью которого себя считаем. Спасибо.